Кроме Ниргуяны, в японскую спортивную школу Тейко Хай Скул выехало еще 4 воспитанниц училища Олимпийского резерва во главе с их тренером Дамбиндоржем Гамбандоржем. У них ежегодно вот перед Новым годом проходит такой большой централизованный сбор, когда вот приезжает там 5-6 префектур с севера, с юга, с центральных регионов Японии. И мы, получается, вот прямо с ними вот попали как вот почти как японская команда. И это для нас огромная честь была. Тренировка в японской школе длилась 2 недели. Условия были максимально приближены к спартанским. Спали прямо в зале на матрасах, там же ели и там же занимались. И никаких поблажек со стороны японцев. Смешение культуры там, да, разных, там, тренер, монгол, там, дети, все разные нации там. Но мы все здесь представляем Россию. Мы здесь все являемся лицом российского дзюдо, поэтому надо как бы марку-то постараться держать. Даже если ты 9 раз упал, ну, на 10-й ты должен бросить. Ну, сегодня он Карина 3 балла собрала, да? 4 даже? Я пропустил 1, оказывается. Приятно. Как признается тренер, несмотря на то, что они морально были готовы к труду, все же испытали настоящий шок. Тренировка начиналась в 9 утра, длилась до 12 дня, затем 2-часовой отдых, включая обед, и потом снова тренировка до 5 вечера. И так каждый день. Японские дзюдоистки очень чистоплотные. Перед каждой тренировкой они чистят зубы и меняют кимоно. К слову, у всех спортсменок было по 2 комплекта кимоно – утреннее и вечернее. Тут самая сильная школа дзюдо. Они очень много нарабатывают, очень большой объем набирают. Технически все очень натренированы. ロシアからも来てたよね、選手が。力強い。力強い。すごい強い。なんか感じる違うって、例えば。手足が長い。手足が長い。すごい。手足長い。技もすごい特殊じゃない。У нас, получается, в команде вот как раз-таки вот есть Ниргуяна Никифорова, да, она такая довольно рослая, и у нее, она рычажная считается, руки длинные, ноги длинные. И вот сейчас следом за ней у нас Ольга Лихота тоже такая же, немножко для них это нестандартно, да, потому что вот это строение тела другое совсем. Наверное, из-за этого и, соответственно, и приемы сразу, получается, по-другому идут, и им тоже это интересно. Это не первые учебно-тренировочные сборы якутских дзюдоисток в Японии. Как признается Дамбиндорж, за время подготовки они больше получили, чем отдали. И он очень надеется, что эти сборы плодотворно отразятся для якутянок на первенстве Европы и мира.